Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. Лесной пожар подошел вплотную к двум селам в Намском Улусе. Идет эвакуация населения. Тем временем в центр отдыха «Сосновый Бор» начали привозить детей из пострадавших от огня сел Горного района. Получают и денежные выплаты. Идущие поперек хребтов в селе Иенгра, где исконно проживают эвенки, торжественно открыли новый арт-объект. Лесной пожар подошел вплотную к селам Фрунзе и Кобяконце в Намском Улусе. В связи с угрозой населенным пунктам в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуируют жителей. На сегодняшний день из села Фрунзе перевезли 40 человек, из них 22 ребенка. 37 жителей Намского района размещены на базе летнего лагеря, остальные по родственникам и знакомым. В районе сегодня работала правительственная делегация во главе с Айсеном Николаевым. В целом на территории Намского района действуют 5 лесных пожаров, один из которых объединяется с очагом из Горного Улуса. Расстояние между двумя пожарами около 1 километра. В Намском Улусе организованы 2 пункта временного размещения. Рассчитаны они на 150 человек. Это лесной пожар 22. Там действует. Перешел со стороны села Наяхы у Салданского Улуса. Основная часть находится в местности Тарагана, Кобяконского наследия. Западная кромка данного пожара находится в 3 километрах от населенного пункта села Фрунзе. Северная кромка находится от села Кобякон в 6 километрах. Восточный верховный пожар перекинулся через ЛЭП электропередачи, линии, и направился в сторону села Сыганах-Арбынского наследия. Там у нас расстояние уточняется, вид пожара верховой. Из-за нагрузок ветров постоянно меняется и превращается в верховую пожар. На данный момент этот лесной пожар, угроза это населенных пунктов Фрунзе и Кобяконская. Вчера объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также у нас действует два ПВР, это пункт временного размещения. Примерно 150 мест. А в Хангаласском Улусе на сегодня действуют 8 лесных пожаров. Из них 6 на территории лесничества и 2 в национальном парке Ленские столбы. Локализованы 2 очага, один площадью 2800 гектаров на Ленских столбах и еще один в Мальжагарском наследии. Пожар, действовавший в Горном Улусе в районе речки Кенкеме, пересек границу и теперь продолжается рядом с Нюмегюнским наследием. Мобилизованы 37 человек. Лесной пожар в Мальжагарском наследии занимает площадь 250 гектаров. Огонь тушат 105 человек и 11 единиц техники. Очаг в нацпарке Ленские столбы, считавшийся локализованным, вновь разгорелся. Его площадь почти 19 тысяч гектаров. В тушении заняты около 100 человек. На сегодняшний день у нас с начала пожароопасного периода зарегистрировано было 11 природных пожаров на территории парка. Такого никогда у нас не было. Сегодня у нас действуют 2 природных пожара. Мы ликвидировали и на сегодняшний день 9. Но хочу сказать с уверенностью, если бы не эти ветра, то мы бы до конца этой недели и все пожары были ликвидированы. Но, к сожалению, погода с нами сыграла злую шутку. И те пожары, которые у нас 2 оставалось, один из них раздуло. На самом деле ситуация на сегодня не критическая, но сложная. Остается напряженная ситуация и вокруг села Тыкель. Отряды добровольцев и пожарных, всего более 100 человек, ведут борьбу с огнем в местности Бочахай с восточной стороны села. Из-за того, что минерализованная полоса в этом направлении узкая, угроза для населенного пункта сохраняется. Оперативный штаб принял решение начать встречный отжиг со стороны карьера на территории более 10 километров. Также 3 больших трактора предприятия Тата Автодор продолжат опашку минполосы. Стратегически мы сейчас начали минерализованную полосу укладывать. Это 2,5 километра от Тыкеля. 3 трактора начинают уже делать
укладку, прокладку этого минерализованной полосы. Вот, если, ну, сегодня по-хорошему должны закончить, тогда ну, часть восточная, часть отрезок, там 1,5 километра от урочища Бочера до дороги Харбалах, вот эта часть будет как бы относительно закрыта. В целом на территории республики тушат 69 очагов в 18 районах. Борьбу с огнем ведут 4200 человек и 650 единиц спецтехники. За сутки общая группировка сил МЧС увеличилась на 149 человек, а количество техники на 70 единиц за счет наращивания сил на пожарах в 3 районах Якутии. Напряженная ситуация сохраняется помимо Намского также в Горном, Кобяйском, Усть-Алданском, Татинском районах. Обстановку обостряет ветреная погода. Специалисты МЧС России продолжат работу на территории Намского, Тампонского, Татинского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов, где сохраняется напряженная обстановка. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиации МЧС России близ населенных пунктов Фрунзе, Ситы, Далыр, Кырыкый, Бюттах и Малыкай. С сегодняшнего дня пострадавшие от лесного пожара в селе Беськюэль начали получать финансовую и иную социальную помощь, соответствующее распоряжение о восстановлении в кратчайшие сроки инфраструктуры в селе и оказании помощи жителям дал глава республики Айсан Николаев. Каждый член семьи, утративший жилые помещения вследствие пожара, получит единовременную материальную помощь в размере 30 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости. Выплаты жители получают в отделениях почтовой связи, а оставшимся в селе Беськюэль средства доставят сотрудники Минтруда Якутии сегодня. Выплаты по линии Министерства труда по заданию Айсена Сергеевича уже направлены на счета наших родителей. Сейчас на данный момент отрабатываются вопросы по утерянным документам, которые можно восстановить через электронные. И сейчас они восполняются, программа социальной помощи, адресной социальной помощи. И все деньги по Сбербанку вчера уже поступили. Сегодня выдаются другие кредитные организации, направляются на счета. И, конечно же, через Почту России сегодня будут розданы всем, которые являются погорельцами у нас села Беськюэль Атаманского наследия. В центре отдыха «Сосновый Бор» начали прибывать дети из пострадавших от пожаров населенных пунктов Горного Улуса, в частности, из сел Беськюэль и Бердигистях. Сегодня после обеда заселились 23 ребенка, их сопровождают родители. Это та группа детей, которые сами приехали в Якутск после эвакуации. Также автобусом из Горного Улуса привезли еще 40 детей. В целом из Горного в Сосновом Бору отдохнут около 70 ребятишек. Как отметила руководитель детского центра, завтра приедут дети из Намского Улуса, из сел Тастах, Кобикон и Салбан. Всего Центр отдыха и оздоровления примет из пострадавших от пожара сел 135 детей. Составлена программа, кроме медицинского блока, конечно, будет очень сильный упор будет сделан на оздоровление. То есть это и физиопроцедуры, это и услуги врача-стоматолога, это и аппаратные массажи, массажисты, это и лечебная физическая культура. Ну, значит, полностью учебный блок и кислородотерапия, да, и занятия спортивные на свежем воздухе, теренкур. Ну и помимо этого развлекательная программа будет дана силами наших педагогов дополнительного образования. Они составили программу, она называется «Поверь в себя». Далее инцидент на борту самолета. Пассажиры рейса Якутск-Москва авиакомпании «Якутия» массово отказались покидать воздушное судно. Накануне прямой рейс до столицы страны, который должен был вылететь в 7:40 утра, в итоге взлетел лишь в 2:30 ночи, и то с пересадкой в Новосибирске. Там, в Толмачево, пассажиров пересадили в более крупный, комфортный самолет. Однако за время этой пересадки истекло рабочее время экипажа, и людям объявили об очередной задержке рейса до 21
21 часа, уже по новосибирскому времени, и попросили снова покинуть борт. Измотанные пассажиры самолет покидать отказались. Случился предсказуемый скандал с представителями авиакомпании. Сейчас транспортная прокуратура проверяет инцидент, а также контролирует предоставление пассажирам гостиницы и питания. Рассматривает вопрос о привлечении авиакомпании «Якутия» к административной ответственности. Вызывайте полицию! Вызывайте полицию сюда! Полицию вызывайте сюда! Вызывайте полицию! А в Якутске открылся медицинский центр незрячего массажа «Салгын». Это первый массажный центр в Якутии, где мастерами являются незрячие специалисты. В студии будут работать 8 квалифицированных мастеров. По словам основателя центра, горожане уже проявили большой интерес. Все массажисты обеспечены клиентами. На сегодняшний день в Якутске проживает 2500 незрячих. Некоторых в Житайском техникуме обучают медицинскому массажу. Как отмечают сами незрячие, трудоустроиться слепым очень сложно. Поэтому открывшийся центр предоставил уникальные рабочие места. В дальнейшем основатели центра планируют расширить свое дело. Мы просто слушали техникум, когда техникум сказал, да, действительно есть такая проблема, что нету трудоустройства, и многие массажисты не могут найти работу, их не берут. И мы начали изучать, и действительно очень большая эта проблема именно на федеральном уровне. И федеральные программы есть по развитию именно вот этого направления. Но власть, она, конечно, сильна в том, что выпускает, готовит, но в предпринимательском отношении они немножко не понимают же. И мы, как показательно, на практике хотим всем показать, что взаимоотношения между людьми незрячими и зрячими можно воссоединиться. И также можно воссоединить и в бизнес-проекте. О тактильных возможностях, способностях людей с ограниченными возможностями зрения говорят, наверное, как и о слуховых возможностях, да, о осязательных. Очень много сказано, написано, но это, наверное, и не зря. Как бы есть такое, что более как бы оно проявлено, компенсируется, да, все же в нашей жизни есть понятие компенсации, и это тоже компенсируется. Конечно же, более тонко чувствуется. В Международный день коренных народов мира в селе Йенгра, где исконно проживают эвенки, в сквере оленеводов торжественно открыли новый арт-объект, идущий поперек хребтов. Композиция посвящена каюрам, которые внесли весомый вклад в освоение природных богатств Южной Якутии. Арт-объект и сквер возведены по республиканской программе поддержки местных инициатив. Эта программа помогает менять облик села к лучшему. И благодаря общим усилиям органов власти и общественности Йенгра приобретает комфортный и эстетичный вид. То, что эта программа помогает нашему поселку развиваться, становиться лучше и красивее, трудно не заметить. И благодаря нашим общим усилиям, это нашим строителям, жителям села Йенгра, наша Йенгра преображается. И мне хочется сегодня поблагодарить всех земляков, которые вложили личный вклад в создание нового облика этого сквера. Это и семья Марковых, семья Валовых, Закаровых, Максимовых, Семеновых и многие другие. В этом проекте также приняли участие все наши организации села. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.